Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Дело супругов Левадных будет рассматриваться в середине января следующего года. В ходатайстве защиты супругов говорится, что в формулировке обвинений не образует состава преступления, а обвинительное заключение ссылается на нарушение обвиняемых закона, вообще утратившего свою силу. Речь идет о федеральном законе о миграционном учете. К поставленной дате сторона пострадавших должна подготовить письменный ответ. Но обвинение непонятно. Одно и то же написано и обвиняет по одному и тому за по двум статьям. Я уже и раньше указывал. Вы признаете по какому-либо эпизоду? По обоим все можете не По обоим полностью, даже больше скажу, что даже то, что жене меняет, не соответствует материалами уголовного дела, это раз. Выводы статьи уголовного законодательства тоже не соответствует действительно. Суть заявленного нами ходатайства заключается в том, что мы просим вернуть уголовное дело прокурору, поскольку в обвинительном заключении имеются ссылки на нормативно-правовые акты, которые были признаны неконституционными, а соответственно не могли применяться, поскольку противоречат Конституции. Кроме того, мы утверждаем, что действия, объективная сторона преступления, то есть действия, которые совершили Левадные в отношении нарушения миграционного законодательства, не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 322 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку у всех иностранных граждан Филиппинок имелись соответствующие миграционные карты, и они имели право пребывать на территории Российской Федерации, а не уведомление территориального органа ФМС образует всего лишь административное правонарушение, а не уголовное преступление. Мать, страдающая психическим заболеванием, грозилась убить своего несовершеннолетнего ребенка. Как сообщили в прокуратуре, жительница Сунтарского района в ходе ссоры угрожала девочке убийством, замахнувшись на нее большими ножницами. Ребенок воспринял угрозу как реальную, испугавшись за свою жизнь. Об этом сообщил глава одного из сел района. Следственный орган возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством». Проводится предварительное расследование. Прокуратура установила, что преступлению способствовало то, что школа не предупредила комиссию по делам несовершеннолетних о том, что у них учится ребенок, обучающийся в социально опасном положении в связи с заболеванием матери. В адрес директора образовательного учреждения и начальника управления образования внесены представления. Полицейские установили подозреваемого в краже 77 тысяч рублей с банковской карты. В полицию Усмайского района обратился 50-летний местный житель с заявлением о краже с его карты. Мужчина пояснил, что оставлял карту приятелю. Дело в том, что потерпевший длительное время проводит в охотничьих угодьях, поэтому знакомый время от времени снабжает его провиантом. В один из приездов в поселок потерпевший обнаружил хищение денег. Сотрудники полиции установили, что деньги с карты похищены сыном того самого приятеля. Выяснилось, что 28-летний подозреваемый обнаружил в бардачке автомашины отца банковскую карту и решил воспользоваться деньгами потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит срок до 6 лет. В Якутии разгорается скандал по инциденту в Нижнем Бестяхе. На видео мужчина справляет нужду на дом Арчи. Смотрят сотрудники ГИБДД. Неизвестно, стоит человек, вышел из патрульной машины и на святыню, на дом Аланхо. Вот так наша полиция в Нижнем Бестяхе работает. Вообще круто. Беспредел. В полиции нам сообщили, что на видео запечатлен участник ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он давал показания в машине ГИБДД о происшествии. Однако, увидев, как мужчина справляет нужду, местный депутат районного совета решил зафиксировать инцидент и заодно отправить официальный запрос в районный МВД. Решил снять их на видео и сделать официальный запрос на имя начальника ОМВД нашего. Тот, который попал в ДТП, он со мной в машине сидел, да, в этот момент. А тот, который был, собственно, на втором автомобиле, это виновник ДТП, который там в состоянии алкогольного опьянения, по-моему, находился на парень, он там в патрульной машине сидел. И вот он вышел и, собственно, там... Стали известны подробности смертельного ДТП в Капитоновке. 15 декабря около 18 часов вечера в дежурную часть госавтоинспекции города Якутска
Поступило сообщение о том, что на автодороге Якутск-поселок Ангалсы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным установлено, что 36-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Ipsum, двигаясь по автодороге Якутск-поселок Ангалсы, на выезде с села Капитоновка совершил наезд на пешехода, мужчину 62 года рождения, стоявшего в центре проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель автомашины Toyota Ipsum имеет 6-летний стаж вождения. В момент дорожно-транспортного происшествия он ехал один и был пристегнут ремням безопасности. Я с Якутска, в Солданство, домой поехал. Поблизости Капитоновка человек избил там. Он стоял посередине дороги, скорость 50. Ну, на встречной машине ехал. Яркая фара была там. Настоятельно рекомендуем всем водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами. Ну и необходимо помнить, что нужно выбирать такую скорость движения, чтобы при возникновении опасности можно было принять меры вплоть до остановки транспортного средства. Пешеходам в темное время суток в условиях ограниченной видимости, такие как туман, пасмурная погода или снегопад, рекомендуем переходить дорогу только в установленных для этого местах по пешеходным переходам и предварительно убедившись в своей безопасности. Особое значение имеет использование на одежде световозвращающих элементов, которые помогут обозначить пешеходов на дороге. Берегите себя и своих близких. К федеральной повестке в городе Псков двое фигурантов, обвиняемых в мошенничестве в отношении социально незащищенных граждан, помещены под домашний арест. Их третий соучастник объявлен в розыск. Видео задержания опубликовал Следственный комитет. К преступлению причастны молодые люди в возрасте 22 и 23 лет, а также их 36-летняя соучастница, которая, используя прежний опыт работы в службе судебных приставов, спланировала с ними хищение денег со счетов социально незащищенных категорий граждан. Реализуя задуманное, в мае этого года обвиняемые по заведомо подложному исполнительному листу, якобы выданному мировым судьей, перевели со счета пожилого инвалида 1 миллион 600 тысяч рублей. А в июле 2018 года по сфабрикованному аналогичным образом исполнительному производству 950 тысяч рублей со счета сироты-инвалида, где были накоплены поступившие за все годы пенсионные начисления. Затем они обналичили деньги через счета третьих лиц, специально открытые для этих целей, после чего распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. На этом пока все. Берегите себя.